Если кто-то хочет выступить, быть спикером, с радостью мы примем. Попозже, да? О, такое не бывает. Нет, только. Это на самом деле часть импровизации, поэтому вы опять-таки активно участвуйте и задавайте вопросы. Наверное, начнем с Гагаева Айдина, который нам расскажет о той общественной деятельности, которую он осуществляет, находясь в самом центре Российской Федерации, я бы сказал, на Урале, в Екатеринбурге. Микрофон один. Assalamu alaikum, hürmetli var cemaat, hürmetli Dağistaniyal, hürmetli Tsarafu Ağlu. Var kulan juda apsiyet adi şöyle yazarı ok avlison. Harova kinzgu şulev sahli kamilev iman и hadingo руки за хамилят ургал хабизе. Раз говорят, что тут есть, которые наши земляки, авары, которые не владеют аварским языком, думаю, что лучше разъяснить свои мысли именно на русском языке, но, к сожалению. И мы в 2014 году в городе Екатеринбурге, Свердловской области, открыли, зарегистрировали, точнее, Свердловскую региональную общественную организацию Аварский культурно-правовой центр поддержки соотечественников. Почему именно в таком формате? Потому что существовал Дагестанский культурный центр, и который до сих пор существует. И наша цель, задача была в те время, в первую очередь, конечно, сохранить и развивать аварского языка, и в том числе укрепить связи между Цором, древней аварской земли, я могу ее смело назвать так, не так, как нам преподносят историки, которые мы туда переселились, туда-сюда, мы никуда не переселились, это земли, наши исторические земли, там жили наши предки испокон веков, и в том числе Цорги, Меэрги, Сольхи Забези, как это мой друг Урман Булизанов говорит, Урки Шулакани Му'ру Шабазда, Шим Ахвал дай Буге Белаканалда, Укабазарик и Фикарал, Кочонтана Дайниш Агатлял. На самом деле, какие проблемы есть, существуют между те стороны, которые Хорелях, Лагодефьев, Белакан, Закатал и Лесов, живущие наши земляки сегодняшний день. Мы, не уникая в политику, конечно, отделились и не имеют такие возможности, отличия даже от наших братьев-лезгинов, которые поддерживают связи со своими земляками из Дагестана, поскольку у них географические положения более упрощенное. И когда, приезжая в Россию, наши тамошние земляки, будучи аварцами, они все-таки являются гражданами Грузии, Азербайджана, и они сталкиваются с теми проблемами, которые не сталкиваются наши дагестанские земляки, аварцы, почему? Поскольку они являются гражданами России. А для этой цели мы создали организацию, но при этом мы про свою культуру не забыли. Мы впервые там проводили мероприятие такое, как Оцбай. Это наш национальный праздник, вы лучше знаете. Потом немаловажное событие было для Свердловской области, которое мы проводили вечер аварской культуры с участием наших деятелей культуры из Дагестана, памяти выдающихся государственных политических деятелей Абдрахмана Даниаловича Даниалова. И также различные мероприятия участвовали. Там у нас проходит ежегодно День народов Дагестана, День народов Урала точнее. И там мы со своей подворьей тоже участвовали и рассказали губернаторы, кто такие аварцы в рамках вот такой многонационального Дагестана, и объяснили, разъяснили, что они также живут и в Закавказье, и в Турции, и в Киргизии. И мы тоже организовали аварского языка, тоже преподавание. К счастью, у нас там имам центральной мечети сам из Шамильского района, супруга, она педагог и теологию закончила, но, к сожалению, нам не удалось ее продолжить, поскольку земляки не проявили такой большой интерес.
Сегодняшний день на самом деле стоит вопрос такой, именно связанный с аварским языком. Нам на самом деле нужно свой язык сохранить. Остальные все вопросы, они решаются, пока у народа есть язык. Как говорят, если ты хочешь уничтожить любой народ, не нужен никакой атом, никому, просто отбери родной язык. Поэтому то, что сегодня я позавчера прилетел, я именно считал своим долгом остаться и поддержать наших московских коллег. И думаю, что мы чуть-чуть опоздали, мы добьемся и скажем свое слово в дальнейшем, иншаллах. Салам алейкум. Баркала, баркала.